Благословенное володарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Упокой, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За супокой, совершение избавления душ наших, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За спокой на всем свете, добрый стан святых Божьих церквах, изъеднание сих, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святую церковь, и ты, что с верою, пошану и страхом Божьим во ходе сие,
Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего, сосветного епископа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, пошестных святород, Иакому Христе, все духовенство и людей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Бога, стираженную краину нашу Беларусь, за урад належную ладу и войска, и увесь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в пропованиях и верность своему народу сих нас, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За ты город, за все города и краины, за верных людей, что живут и Господу помолимся. Господи, смилуйся. За добрые натворы, богатый урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников, поморы земли в поветре, за недужих ты, что терпят, за сневоленных, избавление их, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гневу, сумму недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, избавься, стиражи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши святую сочистственную, благословенную, славную владарку нашу Богородицу и за всю Деву Марию и всех святых, сами себе один одного и всю житию нашу Христу Богу отдаймо. Аминь, Господи. Вот Тебе належится всякая слава, пошанное поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи, благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит Тебя святое Яго. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех добродействов Яго, и Он очищает все бесчинства Твои, и оздоровляет все немощи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпеливый, богатый на ласку, благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит Тебя святое Яго. Благословенный Ты, Господи. Еще с упокоя Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, избавься, стиражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую, сочистственную, благословенную, славную владаку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию и всех святых, сами себе один одного, и всю житию нашу Христу Богу отдаймо. Аминь, Господи. Вот Твоя есть держава, и Твое владарство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Хвали, душа моя Господа, разу все життя мое буду хвалить Господа, буду песнях славить Бога моего, покуль
теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Один народный Сыне и Слово Бога Ты не смяротный, для нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы и завсюди Девы Марии, и не зазнавший смены стался человеком. Ты был крыжованный Христе Боже смертью снишивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, ровным славой Отцу и Святому Духу сбав нас, сбав нас. Еще с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавься, рожи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую сошественную, благословенную, славную подарку нашу Богородицу, и за все Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все життю наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Бо Ты ж добрый, человеколюбный Бог, и Тебе слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Вспомни нас, Господи, счастливые Боги духом, бо их есть володарство небесное. Счастливые тия, что тужат, бояны сотешатся. Счастливые тихие, бояны отримают Господшину землю. Счастливые тия, что мают голод и смагу справедливости, бояны насытятся. Счастливые милосердные, бояны зведают милость. Счастливые чистые сердцем, бояны уважать Бога. Счастливые миротворцы, бояны будут зваться сынами Божьими. Счастливые тия, кого проследуют за правду, бо их есть володарство небесное. Счастливые выкали воскрылся и проследуют
наше воскресение, Господи, слава Тебе. Пустыни же Харам, ангелом усилицу дозворцем з'явился Ты богоносный отчаяние, постом недревностью и молитвою, небесных дарований принявши, оздоровляешь недужих и души тых, что с верою приходит до Тебе. Слава тому, кто дал Тебе силу, слава тому, кто возвеличил Тебе, слава тому, кто через раз Тебе дает всем оздоровление. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. На вышине устреманности Господь поставил Тебе наставнику Яне. Ойче наш, быцем зорку ясною, что просветляя увесь свет, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Могутная владарка Богородица, мы верные слуги Твои, выбавленные Тобою от бедов, песни вдячности и пирамуги Тебе приносим. Ты ж маешь силу непереможную, от всяких напастей виратуй нас. Как нам ускликнуть Тебе, радуйся, Дева Матерь. Вот и святый Боже наш, и Тебе слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Пусть уважаю я милости. И Твоему Духу. Мудрость. Прохиме, Господь силу людям своим дае, Господь благословляй людей своих с упокоем. Господь силу людям своим дае, Господь благословляй людей своих с упокоем. Отдайте Господу, сыны Божии, отдайте Господу славу и пошану. Господь силу людям своим дает, Господь благословляй людей своих с упокоем. Господь силу людям своим дает, Господь благословляй
благословляй людей своих с упокоем. Мудрость. Читание послания апостола Павла до Гаврея. Слухаємо уважливо. Давши обетование Аврааму, Бог не мог поклястись никим большим, и тому поклялся самим собою, кажучи: «Соправды благословлю тебе и помножу тебе». А покольки той терпливо чекал, отримав обетованное, бо люди клянутся нечем большим, и закончение кожной своей спречки яны подмацовывались клятвой, тому и Бог, жадаючи еще больше выразно показать спадкоемцам обетование неизменность своей воли, подтвердил его клятвой, как дякуючи двум неизменным речам, у яких не може Бог зманить, мы, якие прибегли схопиться за пропанованную надею, мели твердую заохвоту. Гэтая надея для нас, ніби якор души, надійний і моцний, який проникає внутрь поза заслону, куди, як попередник, войшов за нас Ісус, навеки ставши першосвятаром на узор Мельхизедека. І тобі читаємо. И к твоему духу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Доброе славить Господа и петь хвалу имя Твоему Всевышний. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обвещать ранее милосердность Твою и правду Твою ночи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость, устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир всем. И Твоему духу. Читание Святого Евангелия поводле Марка. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо. У той час чоловік нейкий прийшов до Ісуса, кланяючися йому і кажучи: «Наставник, я привел до себе сина моего, який має в собі духа немого, і день схопить його, кидає його, і он пену пускає, і скригоча зубами, і дранцвеє. И просил я в учнев твоих, как выгнали его, да яны не смогли». Отказывает же ему Иисус, кажа: «О роде безверный, докуль буду с вами, докуль буду терпеть вас, приведите его до меня». И привели того до его, и убачивши его дух, одразу затрос того, и той упавши на землю, качался, пускаючи пену. І запитався Ісус у батьки його, як давно гэта здарилося з їм. Той же сказав з дитинства. І часто дух і в огонь кидав його і в воду, каб загубить його. Але, коли що можеш, да поможи нам, жалівшися над нами. А Ісус сказав йому: коли можеш вірить, усьо магчиме для того, хто вірить. І одразу, скликнувши хлопців, батька со слезьми сказав: «Віру, Господи, поможи моєму невір'ю».
Ісус, убачивши, што збягаецца народ, забараніў духу нячыстаму, кажучы яму: «Дух нямы і глухі, я загадваю табе, выйдзе з яго і больш не ўваходзь у яго». І ўскрыкнуўшы і моцна скалануўшы яго, той выйшаў, а ён зрабіўся як мёртвы, так што многія казалі, ён памёр. Але Ісус, узяўшы яго за руку, падняў яго, і ён устаў. І калі ўвайшоў Ісус у дом, вучні яго пыталіся ў яго асобна: «Чаму мы не здолелі выгнаць яго?» І сказаў ім: «Гэты род ні ад чаго іншага не можа выйсці, толькі ад малітвы і посту». І выйшаўшы адтуль, праходзілі праз Галілею, і ён не хацеў, каб хто даведаўся, бо навучаў вучняў сваіх і гаварыў ім, што сын чалавечы аддадзены будзе ў рукі чалавечыя, і заб'юць яго. І забіты ён на трэці дзень уваскрэсне. Слава Ісусу Христу! Дорогие браты, сестры, сябры, мы пачулі сёння з вами Евангелие. І Ісус, толькі што прачытаным, пачутым намі фрагменце, звяртаецца такімі цяжкімі, незразумелымі словамі: «О род неверны, дакуль буду з вами, дакуль буду цярпець вас». І узнікае пытанне, да каго ён так звяртаецца такімі незразумелымі, а нават суворымі словамі. Можа, да бацькі гэтага апантанага хворага хлопца, ці да вучняў, а можа, да тых людзей, якія аточваюць, стаяць у натоўпе. І на гэтае пытанне нам цяжка адказаць, аднак мне здаецца, што гэтымі словамі Ісус звяртаецца да кожнага з нас. Чаму? А таму, каб звярнуць нашу увагу на той факт, што кожны з нас мае праблемы з верай. Цікава заўважыць, што наша вера або яе адсутнасць найбольш яскрава праяўляецца у момант крызісу, у момант выпрабаванняў. І вось паглядзіце, такое выпрабаванне, такі крызіс здараецца у данным грамадстве з пэўным хлопцам, і адразу вакол гэтага хлопца, які мае прыпадак, які скрыгоча зубамі, дранцвее, пускае пену, збіраецца натоўп. Але навошта ён збіраецца? Некаторыя людзі хацелі пабачыць нейкую сенсацыю, прыйшлі паглядзець на гэтага хлопца, ніколі не бачылі, хтосьці дранцвее і пускае пену. Некаторыя, мабыць, прыйшлі, каб паглядзець на вучняў Ісуса Хрыста, як тыя здзейсняць цуд над гэтым хлопцам. Яшчэ самі вучні прыйшлі дзеля таго, каб паказаць сабе, паказаць, што яны маюць моц, і зараз яны раз-раз і гэтага хлопца аздаровяць. І ім будзе пашана з боку натоўпу. Мабыць, там былі і кніжнікі, і фарысеі, якія прыйшлі пасмяяцца з вучняў. Ім не важна было, які будзе вынік, ці будзе аздароўлены хлопец, ці не. Яны загадзя былі супраць усяго таго, што зробяць вучні Хрыста. Карацей кажучы,
во всей этой ситуации хлопец нікому не быў цікавы. Это быў такі інструмент палітычны, можна было сказаць, палітычная нагода, каб здзейсніць нейкую спрэчку, авантуру вакол асобы Ісуса Хрыста. Яны все забыліся пра хлопца, і ён быў ім нецікавы. І толькі дзве асобы насамрэч былі зацікаўленыя хлопцам. Гэта, канешне, бацька і сам Ісус, які прыходзіць. І калі мы так зазірнем нашымі духоўнымі вачыма ў гэты кантэкст, то ў гэтым кантэксце робіцца зразумелым абурэнне Ісуса Хрыста, які кажа: «О, род няверны! Дакуль буду з вамі і дакуль буду вас цярпець». І пасля гэтых яго суворых словаў усе асобы, якіх мы узгадалі, яны нібы знікаюць з евангельскай сцэны і застаюцца толькі дзве асобы. Гэта бацька і Ісус. І вось між імі адбываецца дыалог. Ісус запытвае пра гісторыю хваробы. Бацька яму адказвае. Робіць гэта Ісус не дзеля таго, што не ведае, ці не можа здагадацца, ці не можа прачытаць у сэрцы. Робіць ён гэта дзеля бацькі, хлопца, каб паказаць яму сваё спачуццё. Што яму, у адрозненні ад тых усіх іншых, якія аточваюць іх, яму неабыякавы лёс яго сына. Дзеля гэтага ён робіць. Дзеля гэтага размаўляе з бацькам хлопца. І вось гучаць словы. Просьба. Просьба ад бацькі дапамагчы хоць чым-небудзь у дадзенай сітуацыі і аздаравіць яго сына. А Ісус адказвае: «Калі можаш верыць, усё магчыма для веруючага». І вось гэтымі словамі Господ, ён падкрэслівае, што вельмі важна, каб бацька сам узяў на сябе адказнасць веры у аздараўленні свайго сына. Што яго вера вельмі важная ў дадзены момант, нікога іншага. І вось бацька, разумеючы гэта, кажа: «Господи, памажы майму няверству». І вось у гэты момант адбываецца цуд. Ісус выганяе нечыстага духа. І сёння многія сябе у нашым грамадстве пачуваюць так, як гэты бацька. Маем тых, якія нам як сыны, або пачуваем сябе, гледзячы на наше грамадства, як гэты бацька. Наше грамадства, можа, б'ецца і трансвее, і пускае пену, а мы нічога не можам зрабіць. Аднак мы можам верыць. Мы можам верыць, як гэта банальна не гучыць. Гэта вера нам дае надзею, якая, в сваю чаргу, як якар, пра які гаворыць апостол Павал, сёння знаходзіцца глыбока ўнутры нас, нашага сэрца, за заслонай, дзе знаходзіцца Ісус. Мы сёння пакліканы прыгледзецца да нашай веры
прыгледзецца і задаць сабе пытанне да веры вучняў, кніжнікаў ці да веры разявакаў, падобная наша вера. Ці мы гатовыя ўзяць на сябе адказнасць за іншых людзей, за сваю сям'ю, родных, супрацоўнікаў, за свае ўчынкі, нарэшце, за свае памылкі, грахі. Аднак не будзем наіўна меркаваць, што зможам нашу гэтую веру, гэтую нашу надзею рэалізаваць самастойна ўласнымі высілкамі. Не. Наш Господ падказвае, як гэта можам зрабіць. Менавіта Ісус кажа, гэты род ніяк не можа выйсці адно толькі ад малітвы ды ад посту. Гэты род, дух няверства, дух роспачы, дух сумніва, дух гвалту. Хай Господ умацоўвае нас сёння сваім словам і дае гэтую веру. А мы, калі адчуваем, што патрабуем дапамогі, паўторам словы бацькі хлопца, які быў сёння аздароўлены. Господи, памажы майму няверству. Амінь. Скажем все разом, все души, все думки наши, скажем. Господи, змилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцом наших, молимся Тебе, прошуй нас и измилуйся. Господи, змилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воде Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас и измилуйся. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Яши молимся за святого Отца нашего Всесветного епископа Франтишка Папы Римского, достойного архипастора Леонарда Богомольного, владыку нашего архимандрита Сергея и всех у Христе братов наших. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Яши молимся за Богом стереженную Украину, нашу Беларусь, за враг надежные влады и войска, и весь белорусский народ со стойкостью, верой, мужностью в пробованиях и верность своему народу всех нас. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Яши молимся за братов наших, святоров, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших у Христе. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Яши молимся за годных памяти, за основальников этой святой церкви и за всех ранее вешавших отцов и братов наших, які идут и на каждом меньшем месте спочивают. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Яши молимся за доброшинцев этой святой церкви, за тых, что приносят дары, працують и спевають ее, и за всех тут присутных людей, які чекають от Тебе багаття Твоего змилования. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Вот и милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь завсёды и на веки веков. Аминь. Яши, с упокою Господу помолимся. Господи, змилуйся. И Господи показал нам эту великую тайну избавления и изравил нас, Твоих негодных и покорных слугов, достойными быть служками Твоего святого охвярника. Силой Святого Твоего Духа настав нас на эту службу, как нам стать без осуждения перед святой славой Твоею, и принести Тебе охвяру хвалы, бо Ты той, який дійніший во всіх.
Прими ласкавых эту ахвяру за наши грехи людские провины, и нехай она будет приемная Тебе. Ты, Боже, в своей спогадливости и милосердности наведал нашу покорливость и поставил нас, Твоих покорных, грешных и негодных слугов, перед святой славой Твоей, как нам служить Твоему святому ахвярнику, силой Святого Твоего Духа, умацуй нас на эту службу и дай нам, коли мы отчиним устны наши, знести отповедные слова, как кликать ласку Духа Твоего Святого на этой дары, які мають ім'ю за вами быть принесены Тебе. Мудрость, как мы, будучи завсёды подоховывая Твою могутную ладу, Тебе слава давали, Отцу и Сыну и Святому Духу Тебе и завсёды и на веки веков. Аминь. Мы что тайный способ, мы что тайный способ расставляем, Херувимов и животворчай Тройцы, и животворчай Тройцы, Тройши святую, Тройши святую, песню пою. Отложим теперь, отложим усе житёвые, усе житёвые клопоты. Святого Отца нашего, сусветного бискупа Францишка Папы Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, подшествных святором диакону Христе, все духовенство Богом страженную краину нашу Беларусь, рад належную лада с основанников и доброчинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христиан, хай вспомните Господь Бог у своего владарства на все часы, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Как нам принять благодаром всех, якого необычно сопровождают ангельские силы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дополни молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные божественные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, Боже наш, який створив нас і ввел у это життя, показав нам шляхи збавлення і дав нам об'явлення небесних тайнах. Ти той, який силою Святого Твоего Духа покликав нас на эту службу. Для этого, Господи, в добрині Твоей дай нам быть достойными слугами Твоего нового заповеду и канадцами Твоих тайнов. Для великой Твоей милосердности прими нас, які наближаемся до Твоего святого охрябника, и зради нас годными приносить Тебе эту духовную охряб за наши грехи людские провины, и принявшие ее на Твой небесный духовный охрябник, этому слову духовенность духовную, пошли нам за ласку Твоего Святого Духа. Глянь на нас, Господи, на эту службу,
И прими так, как ты принял дары Авеля, ахвяры Ноя, целопаление Авраама, святарские службы Моисея и Аарона, ахвяры за супокой Самуила. Як ты ласкаво принял от святых твоих апостолов эту соправную службу, так удобрени твое и прими их эти дары с наших грешных рук, как мы, оказавшись достойными служить без загана твоему святому ахвярнику, могли отримать узнагороду верных и разважных распорадчиков у страшный день твоей справедливой расплаты. Милосердностью одинородного Сына Твоего, с яким благословен Ты, Твой все святый добрый животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мир всем. И Твоему дому Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу одиносудную и нераздельную. Тире, мудрости будь уважливая. Веру в единого Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, башенного всего и небашенного, и у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед усими веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносутного Зайцом, проз якого все стало быть. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стался человеком, был укрыжован за нас при Понском Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес сгодно с Писаниями, и взошел на небо, и сядет по правой руке Отца, и снова придет славе судить живых и мертвых, и его молодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчего, який от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом за Отцом и Сыном, який говорил про пророков, в единую святую повсюдную апостольскую церковь, вызнаю один их рост для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважливо святое верование миру приносит. Дар миру, ахвяру хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будут со всеми вами. И с Духом Твоим. Узнимем гору сердце наше. Мы узняли до Господа. Подякуем Господу. Годно и справедливость поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Тройце одиносутной и нераздельной. Благодарю, Господи, Боже, выше всемогутный Ты, годный всякой хвалы, соправды достойно, справедливо и отповедно величей святости Твоей, Тебе хвалить, Тебе пиять, Тебе благословлять, Тебе поклоняться, Тебе дяковать, Тебе славить, як одиного правдивого Бога, и Тебе приносить за сердцем склушливым и душой покорной эту нашу духовную ахвяру, вот Ты той, який даровал нам познание Твоей правды. Кто соправды здольный належь написать могутность Твою, заробить чудную хвалу Твою, рассказать об всех судах, які Ты чинишь у кожный час. Благодарю всех, Господи, небо и земли, и всех створений башенных и необашенных. Ты сидишь на посаде славы и взираешься в безмежные дали. Ады вечные, необашенные, недоступные, необдымные, неизменные. Ты Отец Господа нашего Иисуса Христа, великого Бога, Избавителя, надеи нашей, який является образом Твоей добрыни и верной перчаткой Твоего подобенства, показывающую себе
Тебе, Ойша, словом живым, правдивым Богом, с предвечной мудростью, життем, освящением соправдым святом. Праз Яго Дух Святый объявился Дух правды, дар усыновления порока будущей спадщины, початок вечных добротов, животворчая сила, крыница святости, силою якого всякое разумное и духовленное створение служит Тебе и безупынно Тебе хвалить. Бо Тебе служит весь свет, Тебе хвалить анелы, арханелы, посады, господарства, початки, влады, силы и шматвоки, херувимы, навокол Тебе стоят серафимы, шесткрылого Божного, двума заслоняясь твари свои, двума ноги и двума летуют, безупынно перекликающиеся между собою и нестиханными голосами, пероможную песню поют, ускликающие, припевающие и кажущие. Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышиях, благословенный Той, кто приходит в имя Господняе. Осанна на вышиях. С гэтыми благословенными силами человеколюбного владару и мы, грешные, вскликаем, кажучи: «Соправды Ты святый, и все святые, и праведны во всех учинках Твоих, и нема меры величи славы Твоей. Бог правдивым судом Ты справедливо навел на нас все, что здарилося с нами. Ты, божество человека, запылуйся много, и ушновавши Его, образом Твоих подобенства, поселил Его в рае осолоды, обяцаючи несмиротное житье и користание вечными добротами взамен за послушенство Твоим приказаниям. Колишь он, подавшийся змеиной спокусе, не послухался Тебе, правдивого Бога, який Его створил, и своим проступком отдал себе под уладу смерти. Ты, Боже, справедливым Твоим судом выгнал Его с раю на этот свет и вернул в землю, с якою был взятый, устанавливающий Ему избавление праз отражению самим Христе Твоим. Бо Ты добрый не отвернулся за всем от створения Твоих и не забыл творов рук Твоих, але наведал шматликими способами, деля ласкавой милосердности Твоей. Пророков посылал судочинил про святых Твоих, якие в Божьем поколении робили приемное Тебе. Говорю до нас устными слух Твоих пророков, предвещающих будущее избавление, дал закон на подмогу и установил анелов опекунов. Колишь вспомнился час, Ты промовил до нас про самого Сына Твоего, яким Ты вяки створил. И Он, будучи сподвечным Богом, зянем славы Твоей и образом Твоего подобенства, утримывающий все и основание словом силы Своей, не полишился здобыток быть ровным Тебе, Богу и Отцу, але з'явился на земле и пожился род людей. Узявши тело от Святой Девы, и Он спустошил себе, принявший выгляд слуги, ставшийся подобным до тела нашей покорности, как учинить нас подобными до образу Своей славы. Покольки праз человека грех пришел на землю, а с грехом смерть, а единородный Сын Твой, який, пребывая во улоне Твоим Божий и Отче, захотел народиться от женщины Святой Богородицы и завсёды Девы Марии, подпорядковавшейся себе закону и осудить грех телом Своим, как ты, что померли в Адаме, а жили в самим Христе Твоим. Поживши на этом свете, давши избавленное приказание и отвернувши нас от идольской маны, и Он привел нас до познания Тебе, правдивого Бога и Отца, набывши нас себе, израбивши нас людьми выбранными, владарным святарством, народом святым и очистивши нас водой и осветивши Духом Святым, дал себе взамен за смерть, под уладу якой мы, зневоленные грехом, пробывали. Зашедший крыжом пекла, как наполнить собой все, где Он сунял боль смерти, и восхожший на третий день, бо немашимо было утримать у тленности владара життя, установил шлях до воскресения кожному человеку, сам ставшийся первенцем с тых, что заснули, пешеродом с мертвых, как медь большинства во всем, и взошедший на небо,
Ён сел на вышыні па правой руцэ твоей магутнасці, адкуль прыйдзе даць кожнаму паводле ягоных заслугаў. Для нас жа ён пакінуў вось гэты ўспамін сваіх збаведных мукаў, які мы выконваем згодна з ягонымі запаветамі. Перад тым, як ісці на сваю добравольную, вечнапамятную жыватворчую смерць, у ноч, калі ён аддаў сябе за жыццё свету, ён узяў хлеб у свае святыя і безвінныя рукі, і ахвяраваўшы яго табе, Богу і Айцу, аддаўшы падзяку, паблагаславіўшы, асвяціўшы, зламаўшы яго, даў святым сваім вучням і апосталам, кажучы: «Бярыце, ешце, гэта цела маё, што за вас ломіцца для адпушчэння грахоў». Амінь. У падобны спосаб, узяўшы чашу плоду вінаграднага, смяшаўшы, аддаўшы падзяку, паблагаславіўшы і асвяціўшы яе, даў святым сваім вучням і апосталам, кажучы: «Піце, з'яеце, гэта кроў моя новага запавету, што за вас і за многіх проліваецца для адпушчэння грахоў». Амінь. Рабіце гэта на мой успамін. Кожны раз, калі вы ясце гэты хлеб і п'еце з гэтай чашы, вы прыгадваеце маю смерць і вызнаеце маё воскресенне. Таму владару, успамінаючы ягоныя збавенныя мукі, жыватворчы крыж, трохдзённае пахаванне, воскресенне з мёртвых, узыход на неба, сядзенне па правой руцэ цябе Бога і Айца, слаўнае і страшнае ягонае другое прыйсце, прыносім табе твоих, дзеля всіх і за всё. Табе хвалим, Табе благословляем, Табе дякуем, Господи, і молимся, і молимся, і молимся, Табе, Боже наш, Боже наш. Пролитое за життя світа. Амінь. 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 Наша усіх, які споживаємо єдиного хліба і чаші, з'єднаного з одним, у супольності єдиного Святого Духа, і хай не з нас прийняття святого тіла і крові Христа, Твоєго не буде на суті осудження, як могли ми знайти ласку і спогаду разом з усіми святими, що в кожному віку чинили приємне Тобі за працями, отцами, патріархами, пророками, добровісниками, мучениками, визнавцями, наставниками і всякой душою праведной, что веры помела. Особливо зная святую, всечистую, наиблагословенную, славную, даркую нашу Богородицею, и за все Девою Мария. У Табе радуется полная ласки, всякое творение собора немного род людских, освященных хорами и раю духовных, похвала Девам, от Тебе Бог принял тело и стался дитятком, Бог наш предвечный, у лоне Твою зробил посадом своим, и нутро Твое учинил больш просторным за небо. У Тебе радуется полная ласки, у всякое створение слава Тебе. Успомни, Господи, тих, що живуть у пустинях, у горах, у печорах і щілинах землі. Успомни, Господи, тих, що наложно прибувають у дьявольстві послухи в чистому житті. Успомни, Господи, належне нашій владу, даруй їм глибокий, необ'ємний супокой.
Уклади в сердце и добрые думки про церкву Твою и про всех людей Твоих, как мы, в тишине их могли прожить житье наше, тихо и спокойно, за всякой набожностью и чистини. Вспомни, Господи, всякое начальство, братов и сестров наших на державной службе и в войску, заховай добрых у Твоей добрыни, благих ушли добрыми ласкою Твоей. Вспомни, Господи, присутных тут людей, Ты, что отсутнейшую для важких причин, излитуйся над ими и всеми нами поводли, великой Твоей милосердности, наполни склады их всяким добром, суженство их у нас и успокой и изгоде, будь опекуном деток, наставником молоди, потремкой старых. Дай осутешение малодушным, простярошенным с горы. Ты, чтоб поддались испокусе, наверни изъедность Твоей святой повсюдной апостольской церквой. Выбал Ты, что терпится духом нешистых, будь с ими, что подорожничают помолись о них во ветре, баранью довол, сосирот заступайся. Вызвали полонных, оздоровили хворых, будь памятливый, Боже, Ты, что под судом увязнется на каторжных работах и на выгнании. И во всякой потребе, беде и тяжких обставинах, и всех тых, які мають потребу у Твоей великой милосердности. Ты, что любишь нас и ненавидишь нас, и Ты, что просили нас недостойных молиться за их. И всех людей Твоих вспомни, Господи Боже наш, и пошли им богатие Твоего смилования. Даруючи им исполнение просьб, отдели их не на исполнение, коли мы, кого проминули, дели неведание об образ забытье, ободили множество имен Ты Божа, які ведаешь кожного века имя, долоня Мати, сам их вспомни. Но Ты, Господи, поможешь бездопоможным. Надеясь неверных, сбавитель тех, что гинуть у бурах, пристанище подорожников, лекар недужих, дик будь усім для всіх, ведаючи кожного просьбу, дом и потребу. Випав, Господи, гэтый город и всякий город и країну, от голоду, пошести, землятрусу, поводки, огню, мяша, нападу ворога и братовойшей войны. На сам першу вспомни, Господи, святого отца нашего, сосветного епископа Францишка, папу римского и достойного архипастора Леонарда, богомильного владыку нашего архимандрита Сергея, заховай для святых Твоих церква, упокой целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как они могли верно научать нас словом Твоей правды. И всех явился. Вспомни, Господи, Твоей великой милосердности и моей недостойности, отпусти мне всякую праведную волю, межвольную, не устремай тело моих грехов, ласки Духа Твоего Святого, от принесенных тут даров. Вспомни, Господи, святород диакона, Христе и все духовенство, и не поздоров ни одного из нас, які стоим вокруг Твоего святого охвярника. Наведай нас, Господи, Твою добрыне, и объявися нам у богатстве щедростью Твоих. Даруй нам помя полное и приемное надворье. Пошли дожди мирные на землю, как она могла принести богатый урожай. Благослови круг году ласки Твоей, спини разлады церковные, спеши хвалявания народные, у всякие проявы и лживых учений худко потуши силой Святого Твоего Духа. Прими нас у Твоего владарства, зробивши нас детьми светла, детьми дня, и дай нам любовь Твою, Господи Боже наш, и все дал нам. И дай нам один имеем вкус, намедленное сердце, славить и хвалять Твое божественное величие имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. И хай будет милость великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа со всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых ешедших с упокоя Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные святочные сочувственные дары Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Как человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый небесный духовный охвярник, як от весловую духовяность духовную, послал нам взамен свою плоскую ласку, и дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гнева, сонну и недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, избавь, и стиражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Как весь в этот день был досконалый, святый, мирный, безгрешный Господа, просим. Дай нам, Господи. Анёла спокою, верного наставника,
наставника, опеку на душу тела наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Прощения и отпущения грехов и праведно наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Всего, что доброе и корыстное для душ наших, и супокой для света, у Господа просим. Дай нам, Господи. Когда лишится житель нашего, супокой и покаяние провести, у Господа просим. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего, безбольного, бездокорного, спокойного и доброго, отказного, страшном суде Христовом просим. Дай нам, Господи. Просивши единство веры и супольности Духа Святого, сами себе един одного и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Боже наш, Боже спавление, научи нас достойно дяковать Тебе за все добродействия, какие Ты нам учинил и чинишь. Принявши эту охвяру, Ты, Боже наш, очисти нас от всякой нечистоты телесной и духовной, научи, яко стягнуть освящению страху Твоим, как нам с чистым свечением нашего сумления принять часто святости Твоих и з'єднаться за телом и кровью Христа Твоего. И принявши их достойно иметь Христа в сердцах наших и быть живем Святого Твоего Духа, так, Боже, не дай ниводному из нас нести отказность за это Твои страшные небесные тайны, обозания души, телом и душой за то, что мы их недостойно приняли, а и дай нам до самого склона достойно примать частку святости Твоих на дорогу до життя вечного и для доброго отказу на страшном суде Христа Твоего. Хай и мы разом со всеми святыми, якие от веку Тебе догодили, будем удельниками вечных Твоих добротов, якие Ты приготовал тем, что любит Тебе. Израби нас достойными владару, заполним доверием и без осуждения, снизердаться к Тебе, Бога Небесного, дай Царь и казать. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не обойсь нас в спокусу, але избав нас от злого. Вот Твое владарство, сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь за все и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Головы ваши Господу схилите. Благодарю, Господи, Отче, доброты и Божьего всякого сутешения. Благослови Ты, что схилили голову свою перед Тобой, святи заховай в носу и потримай их, и двяти от всякого благого намеру, и души до всякой доброй справы, и дай им без осуждения принять грехи сошистые и животворчие тайны для отпущения грехов и супольности Духа Святого. Ласку и милосердностью и человеколюбства, Мати народного Сына Твоего, с яким благословен Ты, и Твое все святый, добрый, животворчий Дух теперь завсёды и на веки веков. Аминь. Господа, не грешно изменился на мной. Боже, Господа, не грешно изменился надо мной. Боже, Господа, не грешно изменился надо мной. Будьма уважныя, святые речи для святых. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его на вышинях. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты соправды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет избавить грешников, сирот яких я самый первый. Веру так само, что в это соправды Твое святое тело и божественная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и межвольные, якие я зробив словом и учинком, свядомо и несвядомо, и дай мне без осуждения принять Твои святые тайны,
для отпущения грехов и життя вечного. Зроби мені сьогодні, Сині Боже, удільником Твоєї тайної вечери. Я не здраджу ворогам Твоїм тайнам и не дам поцелунку, як Юда, але як разбойник визнаю Тебе. Успомни меня, Господи, у Твоим благодарстве. Нехай принятие святых Твоих тайн будет мне не на суд всесуждения, а для оздоровления души и тела. Со страхом Божиим, верою и любовью подходьте. Благословенный тот, кто приходит в имя Господня, Господь Бог и Он явился нам. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христа. За нас вера, тело Христа, за нас вера, Христова кровь, за нас пролитая, Христова кровь, за нас пролитая. Христовый Бог за нас пробил.
завсёды и на веки веков. Аминь. Хай наши устны будут полные хвалы Твоей, Господи, как намеят славу Твою. Вот израбив нас достойными быть удельниками святых Твоих божских несмертных и животворчих тайнах. Заховай нас у Твоей святости, как нам весь день научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отремавши Богу, святые всечистые, несмертные, небесные, животворшие, страшные Христовые тайны. Достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избав, остережи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Попросивши, как ты весь день был досконалый, святыми и безгрешный, сами себе один одного и всю житию нашу Христу Богу отдаймо. Аминь, Господи. Дякуем Тебе, Господи, Боже наш, за отриманные святые Твои чистые, несмиротные и небесные тайны, якими Ты нам, какие Ты нам даровал для нашего добра и для освящения целения души тела наших. Дай благодарю всех, как принятие святого тела и крови Христа Твоего было нам для веры беззаганной, для любови широй, для помножения мудрости и оздоровления души и тела, для отпору всякому супротивнику, для захования Твоих заповедов, для доброго отказу на страшном суде Христа Твоего. Вот и освящение наше, Тебе слава, Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Пойдем с миром. Имя Господня. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, Ты благословляешь Ты, что благословляет Тебе, освящаешь Ты, что складывает на себе надею, сбав людей Твоих и благослови набыток Твой, заховай целости церкву Твоя, святи Ты, чтобы любить красу дома Твоего. Ты их услал Твою Божскую силу, не покинь нас, и сподеемся на Тебе, даруй спокой всему свету. Церквам Твоим нашим, белорусскому народу, належим ладом нашим и всем людям Твоим, по всякое доброе дарение. И дан досконало заходят, сгорят Тебя, Отца светла, и мы Тебе славу, подяку и поклонение даем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хвалю Тебя, Господня, благословенная теперь до веку. Хай будет имя Господня, благословенная теперь до веку. Хай будет имя Господня, благословенная теперь до веку. Благословение Господне, хай будет на вас ласка и будет человеколюбство, на все часы теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Ой же благослови. Христос, правдивый Бог наш, який воскрес из мертвых, молитвами всячистая Своей Мати, святых славных и водных похвала апостола, меж святыми отца нашего, Базиля Великого, арцебископа Кесарии Каппадокийской, молитвами святого Иозафата, арцебископа Полоцкого, молитвами Почесного Яна Лиственничника и Почесного Бенедикта Нурсийского, молитвами святых славных и ровных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, меж святыми отца нашего Кирилла Епископа Турского, святой Мати нашей Ефросиньи Полоцкой, святицы Беларуси и всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных Бога, Отцов, яким и Иоанна и всех святых, смилуется над нами, избавит нас, он добрый человек, любит.
Віншую ўсіх са свята нядзелі, калі мы азначаем малую Пасху, воскресенне нашага Господа Ісуса Христа мы узгадваем. Таксама сёння нядзеля, калі мы прыгадваем такіх духоўных лідараў свайго часу, гэта Ян Лествічнік і пачэсны Венедыкт. Венедыкт быў той, які заснаваў фактычна першы такі комплекс манастырскі Монте-Кассіна. Вось, і ён лічыцца такім заснавальнікам заходняга манаства. Хоць, канешне, не ён першы, і раней былі нейкія намаганні і спробы. Напрыклад, Ян Касьян, такі быў таксама падвижнік, монах, святы, але ён больш дзейнічаў у Егіпце і, быць можа, таму менш заўважаны у заходняй царкве. Тым не менш, яшчэ сёння мы ўзгадваем Яна Лествічніка. Яго творы уваходзяць таксама у знакамітую анталогію духоўных тэкстаў. Гэта анталогія называецца «Добротолюбства» або па-расійску, па-руску «Добротолюбие». Гэта анталогія духоўных тэкстаў, і, між іншым, у гэту анталогію уваходзяць яго тэксты пра духоўнае жыццё. А самы знакаміты твор, напэўна, які ведае кожны, асабліва нованачальны, нованавернуты, гэта «Лествіца». І ў гэтай «Лествіцы» гэта досыць складаная кніга, але, канешне, запрошую кожнага яе пачытаць. Распавядаецца пра пэўныя ступені дасканаласці ў гэтай кнізе. Нешта яшчэ хацеў дадаць, але не буду рабіць другога казання. Хачу толькі сказаць, што некаторыя пыталіся ў мяне, гэта перадусім звяртаюся да нашых гледачоў сённяшніх, некаторыя з вас пыталіся ў мяне, ці можна ахвяраваць на гэты канал, за які вы аглядаеце літургію. Такая магчымасць ёсць, можна ахвяраваць на Патрыёне, там ёсць спасылка дзесьці на канале. І як гэта робіцца, я яшчэ сам не ведаю, таму паэксперыментуйце, хто хоча. Вось, знайдзіце, калі ласка, мяне на Патрыёне. А зараз заспяваем, як звычайна, «Магутны Божа» і малітвы падзякі. Могутный Боже, владарцу света, великих солнцев и сердц моих, над Белоруссией тихой и ветлой рассыпь
Ника выхваляйма. О Иозафате, о Иозафате, в Литве и в Гороне, мы Тебе кличем, могутный патроне. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Дякую Тебе, Господи, Боже мой, что Ты не откинул меня прежнего, а я почил достойным быть удельником Твоих святостей. Дякую Тебе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, але человеколюбную владару, что для нас помер и воскрес, и даровал нам в этой страшной животворчей тайны, для добра и освящения души и тела. Дай, как яны были мне, для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления вошей сердца моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохисной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для закования Твоих заповедов, для повеличения Твоей боской ласки и для сомнения володарства Твоего, как я захованный имя Твоей святости, был завжди памятный Твоей ласки, и жив уже не для себя, а лет для Тебе, нашего владара и доброчинца, и закончивши в этой житье надеи життя вечного, досягнув непроминального супокою, где безупытно жутный голос святых, и панує вечная радость Ты, что глядая невыказную красу твару Твоего, вот Ты соправдное жадание, и невыказная радость Ты, что любит Тебе, Христе Божий, и Тебе все створение переславу, возвеси веки. Аминь. И всемогутный предвечный Боже, Ты не хочешь смерти грешникам, але желаешь, как навернулся и был живый, и який послал для нашего избавления одинородного Сына Твоего, який нам наказал: просите, и будет дадено вам, шукайте, и знойдете, стукайте, отчинить вам. Да Тебе преподаем с ушливым сердцем, и слезьми молим Тебе, не суди нас, але милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и судишь смертоносную пошлость, что в этот час род людский дочасно не вымершимся шим. Смилуйся над нами, Господи, смилуйся над нами, избавь людей Твоих, как жили здоровыми по воле Твоих приказаний, и прославляли имя святое Твое. Заступися и заковай в этой згубной пошлости нашу батьковщину, наш народ, урады всіх, що стерегут целость и спокой нашей краины. Вывод ее в этот город и все города и вёски. Смилуйся и наведай Ты, что терпит от этой хворобы, подними их с ложа немощи и дай им здоровье души и тела. Души шли, что от этой хворобы, правой веры, надею воскресенье уже спочили. Супокой святыми Твоими, где нема ни боли, ни сумы, ни плачу, а лежит все без конца. Молитвами на Святейшей Богородицу и за всюду Девы Марии, заступництвом святых бестелесных сил и ангелов-охотников, лаской и человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за грешным Твоим Отцом и с святым, добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды, и на веки веков.